Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше мероприятие в преддверии Дня Хомуса. Это у нас сегодня встреча президента Центра и музея Хомуса народов мира Иваном Егоровичем Алексеевым, доктором филологических наук, академиком Европейской академии естественных наук, заслуженным работником культуры Российской Федерации, всемирно известным знатоком Хомуса. Он изучал Хомус с малых лет, и за любовь к Хомусу его называют Хомусом Кулбан. Иван Егорович, пожалуйста, что для вас Хомус и как пришла такая любовь к Хомусу? Как все начиналось? Расскажите, пожалуйста. Ну, для меня Хомус – это моя жизнь. Я подружился с этим крохотным музыкальным инструментом давно, с 1957 года. Случилось так, что вот 23 февраля 1957 года я выманил, как сказать, Хомус у Матвеевой Анастасии Никентьевны, сторожила поселка Кыргыдай Вилюйского Голуса. Но перед тем, как отдать мне этот инструмент, она сыграла свое произведение. Это произведение для меня осталось на всю жизнь. Я до сих пор помню, какие звуки, какие мелодии и какая прекрасная музыка. Это заворожило сразу и осталось на всю жизнь в моей памяти. Это, оказывается, она сыграла известную, ну, близко, суетардып, умеренная игра. Умеренная игра – это метод исполнительства, в то же время это произведение философского плана. Близко до сих пор есть старожилы, которые помнят и играют на таком, это произведение в своем Хомусе. И вот с тех пор я, подружившись с этим инструментом, ну, являюсь и хомусистом, и пропагандистом, как вы сказали, уже создателем музея Хомуса, единственного в мире. И этим я горжусь. Всему этому послужило исполнение, музыка Анастасии Матвеевой. Я так скажу. Спасибо. На первый вопрос так могу ответить. Как вот связан Хомус с человеком? Почему именно в Якутии он обрел такую всемирную любовь, всенародную и признание? То есть как-то очень любит играть Хомус? Почти каждый. Ну, Хомус с человеком связан тысячелетиями. В Якутии нет таких археологических доказательств и письменных источников, хотя в Японии археологи нашли инструмент тысячелетней давности, похожий якутскому хомусу. Этот копия этого инструмента экспонировался в нашем музее. Археологи сначала думали, это ножницы или ключ от замка. Они спорили долго и пригласили нас с Спиридоном Шишиганым разобраться в этом вопросе. И мы приехали в Японию и доказали, что этот урод Варгана, Хомуса, который, значит, заржавел,
частью утерялись, и этот инструмент тогда еще, более 1000 лет тому назад, японцам служил как музыкальный инструмент. С его помощью исполнители даже в 18 веке критиковали политику императора. И вот в 18 веке император запретил играть на биабоне, хомус так называется, биабон в Японии. И вот такое продолжительное время в Японии был запрещен этот инструмент. Вот в настоящее время возрождается. Хомус и человек воедино, когда рождается музыка хомуса. Без человека хомус сам по себе не звучит, и только с помощью артикуляционных органов, артикуляции, дуновения, дыхания человека рождается музыка хомуса. Эта музыка хомуса разнообразна на всем земном шаре и служит сейчас спутником человека во многих странах. Я думаю, он расширится, инструмент, и возродится его музыка, и будет служить для развития музыкальной культуры каждого этноса, имеющего этот инструмент. И любовь, признание к этой музыке человеку приходит не сразу, годами. Когда человек общается с этим инструментом, научится играть, извлекать какие-то звуки, потом овладеет мастерством исполнительства. Но это целое консерваторское время, долго проходит. Я учился на этом инструменте десятилетиями, и до сих пор я всю тонкость, весь секрет, я думаю, не одолел. Много еще, кажется, секретов, скажем, тайн к этому инструменту. И человек к этим тайнам стремится овладевать, узнавать. Поэтому это стремление рождает любовь к этому инструменту, всечеловеческому. Спасибо. Вы являетесь президентом Центра и музея хомусов народов мира. Сейчас мы посмотрим об этом видео. Любезно предоставленный на музее хомусов из его фонда. Создатель видео Афанасьев Станислав Николаевич, сотрудник музея. Пожалуйста. Добрый день и добрый час, уважаемые якутяне, дорогие гости! В этот знаменательный день, 30 ноября 2020, мы отмечаем одну из примечательных дат в истории нашей республики – День хомуса, посвященный 30-летию открытия Музея хомуса народов мира. От всей души поздравляем создателей единственного в мире Музея хомуса, всех энтузиастов, стоявших у истоков создания, причастных, работавших в музее в разное время и по сей день. Музей и Центр хомуса народов мира был открыт 30 ноября 1990 года в городе Якутске. С 2011 года эта дата считается Днем хомуса в Республике Саха-Якутия. Основателем музея стал Иван Егорович Алексеев, хомус Уйбан, ныне профессор Северо-Восточного федерального университета, доктор филологических наук, академик Европейской академии естественных наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Благодаря активному развитию хомусного движения в 80-е годы 20-го столетия в нашей республике назрела актуальная идея создания места, где была бы сосредоточена вся деятельность касательно хомуса как основного и наиболее значимого музыкального инструмента народа Саха. Таким местом стал Музей хомуса.
Творческая и исследовательская деятельность Ивана Егоровича Алексеева, хомусной музыки по регионам СССР, Америки и Европы, участие и проведение первой всесоюзной конференции «Проблемы в органной музыке» 1988 года и выставки-показы коллекций хомусов послужили предваряющими мероприятиями к созданию этого уникального музея. Руководство Единого научно-методического центра в лице Хона Семена Васильевича, Толбоновой Надежды Семеновны, Уткина Ксенофонта Дмитриевича, Сафронова Гаврила Григорьевича с воодушевлением приняли предложение Ивана Егоровича Алексеева о создании музея хомуса и оказали содействие в организации музея. Идея была поддержана на высоком уровне. Министерство культуры Якутской АССР, а затем и Совет министров утвердили план и материальное обеспечение музея. Методологическую помощь оказали лучшие специалисты музейного дела того периода, а именно директор Объединенного музея имени Емельяна Ярославского Егор Спиридонович Шишигин. Фонды пополнялись в том числе благодаря первым сотрудникам Альбине Михайловне Дегтяревой, Римме Романовне Жирковой, Елизавете Егоровне Варламовой и другим, методистам домов культуры Верхневилюйского, Вилюйского, Татинского, Улусов и города Якутска. Одним из первых дарителей стал известный мастер-изготовитель хомусов, потомственный кузнец Иван Федорович Захаров Кылыаджи Ус из Вилюйского Улуса. Торжественное открытие состоялось 30 ноября 1990 года. Музей хомуса народов мира расположился по адресу город Якутск, улица Кирова, дом 33. На основании рекомендаций участников Второго международного конгресса «Варган, хомус, традиции и современность» постановлением Совета министров Якутской АССР от 19 декабря 1991 года на базе Музея хомуса народов мира был организован Международный центр хомусной варганной музыки. Поздравление главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева с Днем хомуса. Уважаемые якутяне, от имени руководства Республики Саха-Якутия поздравляю с Днем хомуса и 30-летием со дня образования Музея и Центра хомуса народов мира. Создание в городе Якутске Музея и Центра хомуса народов мира стало одним из важнейших событий в истории якутского хомуса. Это уникальный в своем роде объект культуры, работа которого направлена на сохранение исторического наследия не только артефактов, но также и традиционной музыки. Во многом благодаря этому учреждению сегодня Якутия признана самым варганным регионом мира. У нас наибольшее количество исполнителей, чем где бы то ни было. Игре на хомусе в республике обучают в дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательных школах. Обучение входит в программу профильных средних специальных учебных заведений республики. За эти 30 лет Музей и Центр хомуса народов мира провели большую работу по изучению, сохранению и развитию этого замечательного музыкального инструмента в нашей республике, а также по популяризации его за пределами региона и страны. За это время налажены контакты и создана международная сеть энтузиастов и культурных центров, которые через интерес к древнему инструменту и творческий порыв приумножают традиционную культуру и национальное самосознание. Хомус – один из ярких символов самобытной культуры народа Саха. Пришедший из глубины веков, этот сакральный музыкальный инструмент, через который выражали свои самые глубокие чувства и переживания наши предки, сегодня стал визитной карточкой нашей национальной культуры, соединяя древнее и современное. Чтобы услышать чарующий звук якутского хомуса, в Якутию приезжают гости из самых дальних уголков земного шара. Считаю, что это значительное достижение для нашей республики, дающее нам большие возможности в дальнейшем сохранении и развитии национальной культуры в условиях мировой глобализации. И в этом большая заслуга Музея и Центра хомуса народов мира, богатейшую коллекцию которого мечтают увидеть своими глазами многие жители планеты.
В этот праздничный день выражаю коллективу Музея и Центра Хамуса народов мира искреннюю благодарность за добросовестный труд во благо процветания родной республики. Дорогие друзья, пусть Хамус станет для нас проводником от древности в современность, чтобы мы, не прерывая связи поколений, развивали национальную культуру и с уверенностью смотрели в будущее. Желаю всем добра, счастья, мира и успехов в труде во благо развития и процветания родной республики и страны. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Нерен нергу болохтун. Сахам сайдам чологар. Уруй айхал, dear citizens of Sakha-Yakutia. In the name of the International Jews Heart Society. От имени Международного общества варганистов я поздравляю вас с 30-летним юбилеем музея и Центра Хамуса в Якутске, который отмечается 30 ноября в День Хамуса. Музей Хамуса – это не только ваш центр Хамуса, но за 30 лет своей работы он стал настоящей меккой варганистов всего мира. Это итог работы преданных руководителей и работников музея Хамуса, а также деятельности министерств и ведомств, способствующих его развитию по линии государственной поддержки, а также материально. Я хочу выразить благодарность музею и Центру Хамуса народов за их значительный и весомый вклад в мировое сообщество варгана. Вы наш центр единения и кумир. От всего сердца я поздравляю вас с 30-летием со дня основания музея и Центра Хамуса в Якутске. Пусть варган объединит нас навсегда на самом прекрасном и важном уровне человеческой деятельности. Уруй айхал, хомус кюнинен. Спасибо большое. Иван Егорович, мы сейчас покажем презентацию, сделанную фотографиями из вашего архива. Презентацию подготовили Максим Иванов и Небуяна Викторовна Халгаев, сотрудники нашего музея. Вы могли бы там немного рассказать? Вот фотографии, пожалуйста. Вот. Ну, фотографии разных лет, тоже связанные с Хамусом, на мероприятиях, поездках. Вот, рождается новое и новое, отношения, новые дружественные отношения. Естественно, любовь к своей родине. В этих фотографиях, давних фотографиях, например, вот я стою у серьга. Этот серьга в моем детстве служил компасом направлений. Юг, север, восток, запад, и не только северо-восток, северо-запад, и юго-восток, юго-запад. И разделение этих направлений мне пояснил мой дядя Федор Денисович, с которым я прожил, долгое время, с детства. В разных уголках нашей республики, как уже в поздравлениях сказано, что этот инструмент самый любимый, имеющий роль в их жизни, творчестве, созидании, любви, он всегда сопутствует новое и новое, познание, сознание. И вот общение с мастерами, со знатоками фольклора,
с кузнецами. Всегда рождаются новые мысли и рождаются ростки новой музыки хумуса. И в этом плане я благодарен своим предшественникам, хумусистам, которые сохранили самое дорогое в исполнительстве хумуса традиции игры на этом инструменте. Ну вот, что еще дальше не видно. Иван Егорович, вы объездили полмира. Скажите, пожалуйста, о запомнившейся поездке. Новые трепетное отношение к своему инструменту норвежского исполнителя Вестат Свейна. Вот когда он играл на своем инструменте, он, перешел в другую грань и творческий план. И с течением времени, в протяжении его игры, рождается, я мало такое слушал, такие музыкальные, не скажу мелодии, но звуки, связанные с его родиной, горной Норвегией. Вот. Звуки гор, звуки шума рек, звуки беспокойного моря всегда слышатся в его инструменте и в исполнительстве. И при этом он всегда, видимо, чувствовал себя находящимся в каком-то другом мире. Я и других исполнителей видел. Ну, у нас, например, Туве. Тувинские хумусисты – это особые люди. У них благодаря речевым органам гортани рождаются еще другие звуки. В языкознании называются это фарингальные звуки. У них все гласные и согласные имеют свою окраску фарингса. И фарингальность отражается и музыка хумуса. И когда фарингализованные звуки хумуса, рождаются, и их слушает собеседник или слушатель, тогда мир становится как бы другим, окружение светлым и так далее. Я в любом народе представляю, что у них, когда они играют, у них создается какое-то особое чувство, особое впечатление от звука, от мелодии свойственного музыкального инструмента. Вот такое. Значит, музыка хамуса, она связана напрямую с языком народа. Да, с языком. Это тувинская фарингализованная музыка. Сейчас исследуется учеными и мировыми учеными. И эта музыка они связывают с таинственностью, приближает его к шаманизму и так далее. И при таком разнообразии музыкового инструмента на Земле происходит какое-то чудное мгновение, чудо, по моему представлению, когда издается какая-то мелодия, все окружающие как бы останавливаются и поддаются во власти этой
сокровенной музыки. Язык, действия, отношения языка, создание музыки хомуса, и знаю и по якутской музыке хомуса. Вот Лука Николаевич Турнин и Аграфена Петицына, Аграфена Никитьевна Петицына, хомусисты старшего поколения. Вот они сохранили стиль игры на хомусе с пением. Особенно получалось у Луки Николаевича. У него голос отменный. И одновременно хомус был аккомпанементом его пения. Это особая сторона нашей музыкальной культуры. Такое я не встречал нигде. Вот, и стиль этот, находящийся в нашем народе, его ценят и другие исследователи. Например, вот недавно, в этом году, в начале года, совместно с американскими учеными Алексей Никольский и проживающим там Эдуардом Ефимовичем Алексеевым, якутские органоведы создали новое научное произведение, так скажем, научное произведение. Это произведение, в этом произведении отражается многогранность данной музыкальной культуры, содержательность произведений, особых произведений на хомусе и рождение особых звучаний на этом крохотном инструменте, овладение мастерством игры на этом инструменте. Все это было сказано, оценено как новое направление в музыкознании. Оценили американцы это очень высоко. Перевод этой статьи опубликован в России, в Новосибирском институте филологии и распространен вот как журнальные статьи по всей нашей родине. Вот так я коротко скажу. Очень интересно. Это магия. И магия и звучание хомуса, видимо, очень много зависит от мастеров, кузнецов, которые сотворили их. Вы дружите со многими кузнецами, от которых ходит очень много легенд. Пожалуйста, расскажите об этом. Это создатели, чародеи, кузнецы, которые создают хомусы. Мы знаем, что очень многие кузнецы вам дарят эти свои произведения, свои создания, со многими вы дружите. Они ходят очень много легенд, их связывают с потусторонним миром. Они вкладывают свою энергию огня, железа, земли, неба. Пожалуйста, расскажите об этом. Это своеобразное искусство, которое влияет на инструмент, на его качество звучания. Анна Ивановна, ваш отец Иван Михайлович Гоголев создал прозаическое произведение о мастере хомуса и исполнителе на хомусе. Это является соприкосновением хомуса с творчеством наших писателей. Когда он писал о мастере, мастер как-то божественная личность, он обладал в себе все те притягивающие силу и создавал особо звучные инструменты. И так
в действительности в Якутии жили, творили наши кузнецы, старшее поколение, Гоголев, Семен Иннокентьевич, Николай Петрович Бурсев в Салданском Улусе, и Иван Петрович Захаров, Егор Петрович Гоголев и другие. Они унаследовали это мастерство от своих предшественников. И, как говорится в произведении Ивана Гоголева, каждый кузнец имел свой почерк, свое видение, как создавать этот музыкальный инструмент. Вот, например, Семен Никитьевич Гоголев Аманикус. Он создавал классическую форму, классическим звучанием инструментов. Его инструменты на вид просты, однако при завершении работы над хумусом он всегда прилагал свое какое-то особое отношение к язычку хумуса. Он специально ставил язычок в то время, когда восходило солнце, летнее время. Я участвовал в этом его творчестве в это время. Он как-то своими таинственными такими приемами создавал певучие хумусы. Его хумусы все были певучими. Они использовались для солистов и для участников ансамбля по нашей республике. Его хумусы распространялись по всему миру. И когда он отдавал наши заказы, хумусы, всегда просил сыграть на каждом инструменте. Я пробовал каждый инструмент по-своему играл, извлекал звуки. И поэтому в конце он говорил, некоторые инструменты слабоваты, оставляя эти инструменты, я их доделаю, говорил. Вот такой человек был и требовательный своему творчеству. Другим совсем другим был Иван Петрович Захаров. Такой рассказчик, певец, шутник, но мастер такой, он продолжал род мастеров Захаровых, Константиновых. Его инструменты в первое время, он сам оценивал среднего звучания. Годами он находил новые приемы создания этих инструментов. И, наконец, он достиг высокого уровня создания этих инструментов и смог организовать в своем участке школу кузнечного мастерства. К нему приезжали ученики со всех концов нашей республики. Эту школу снимали в фильмах, приезжали из центрального телевидения. Когда были второй и седьмой конгрессы, во время второго конгресса мировые органисты посетили его мастерскую. И все удивлялись тому, что филигранность этих инструментов, качество этих инструментов достигается упорным трудом мастера. И мастер трудился, не уставая, до тех пор, пока достиг высочайшего звучания этого инструмента. Вот такими людьми я дружил
и общался. Я счастлив, что с ними общался, и их мастерство передал многим, ну, молодым мастерам, рассказывал, и они восприняли творчество своих старших таких предшественников. И, ну, конечно, о якутских мастерах. А я знал и других мастеров, например, Туркмении, и Бердыев, Амандурды Бердыев. Он делал простые на вид инструменты, но эти инструменты, простые инструменты, на расхват распространялись в Туркмении при моем даже присутствии. И люди собрались и вместе играли ансамблем, извлекали, вот, играли туркменские мелодии, ну, тихонечку. Не так, как, ну, так, через микрофон, так громко. Но они любили играть тихо, тайком, скажем даже, да. И это своеобразие, это особенность создания музыки сохранится у многих народов. Но сейчас вот с развитием эстрадности, с развитием, ну, новшества техники, усилительной техники, и сейчас хумус звучит, ну, в любом таком театре, ну, доходят его звуки, ну, сегменты звуки для каждого слушателя. Эти сегменты, они воспринимаются не наугад, а как они носители информации, ну, какие-то, может быть, древние информации. Они опознаются и воспринимаются как свое. Вот. Вот в Флориде, в Соединенных Штатах Америки, в городе Тампа жил Фред Витлоу, мастер. Мы у него были в гостили 3 дня со своим учеником Анатолием Гоголевым, снимали фильм об американских мастерах и исполнителях. И Анатолий, работая в его мастерской, уловил особенность американского мастера, что когда он тоже припаивал язычок к корпусу инструмента, какие-то слова выговаривал. Вот это уловил Анатолий Петрович и говорит мне, случается только здесь или это привычка мастеров и других. Я тоже вот должен сказать такое как бы прикосновение к тайне рождения музыки. И якутские мастера тоже какие-то свои особые, ну, слова выговаривали. Семен Николаевич Гоголев, Егор Петрович Гоголев тоже, Николай Петрович Бурсов. Они всегда какое-то свое вложили при рождении хумуса. Вот. О мастерах можно говорить сколько угодно, и молодые наши мастера, ну, среднее поколение, ну, тоже, наверное, умеют раскрыть тайну, раскрыть содержание при создании собственного своего музыкального инструмента. Спасибо.
Спасибо. Мы сейчас увидим видео о кузнецах. Создано ансамблем Айхан Альбины Дегтяревой, всемирно известным музыкантом, ученицей Ивана Егоровича. Пожалуйста. Комуннар улуустар, комуннар оюттар, түріктері болдық. Құда тақсыға аналла жүхіне. Самый Себулян Красаха. Видеоклиптерін қамырыны болан тағысқа. Еді қатшылар клиптер қанлары көсіліға қоны. Это вот замечательно, мы как будто бы соприкоснулись с сильными мирами. И мы сейчас будем говорить о ваших учениках. Вы создали целую школу обучения игры на хамусе. Пожалуйста, расскажите вот об этом. Школа. Если говорить о школе игры на этом инструменте, об школе мастерства, мастеров хамуса, это мы только являемся продолжателями
этой школе. Мы все старые забытые, ну, рождаются, говорят. И поэтому современные школы исполнительства, это мы возродили своих истоков, которые, может, столетиями существовали в народе. Вот. Школа исполнительства, вот, который мы слышали, например, это произведение Айрхан. Я оцениваю как лучшее произведение коллектива наравне с лучшими произведениями таких виртуозов, как Испирдон Шишигин, его Тундра, и Петра Агутоева, его «Рассвет природы», и другими из суета библейских старожилов. Это наша сокровищница. И школа все время развивается естественным образом. Эта школа сейчас имеет несколько направлений. Школа исполнительства, но традиционного исполнительства, но преобладает у нас. Есть школа эстрадного направления, есть школа ученического такой порядка, хрестоматийного порядка. И в этом направлении всегда что-то обновляется. Наши учителя хомуса, игры на хомусе, как Лидия Михайловна Борисова, как Никитина, как Зеркова Агния Спиридоновна и другие имеют свой почерк, свое направление, свою школьную форму, как скажем. И в этом каждом скрывается своя какая-то тайна, загадочность и естественным образом обогащение, улучшение, филигранная такая обработка, отработанность исполнительского мастерства. Есть приемы игры в каждом исполнителе, но вот есть и обобщенная, и все якутские приемы игры на этом инструменте, и традиционные, и современные. И с использованием этого арсенала приемов рождаются у нас произведения, новые и новые произведения с помощью 5 основных стилей. Это коспром, импровизация, снит-орды, бейбера, ансамблевое исполнение и другие. Вот эти стили, они обогащаются каждым разом. И рождаются в них новые ростки. И это нам позволяет оценить музыку, рождаемую на этом инструменте. Я школу исполнительства расцениваю как авторская манера учителя. Каждый учитель хомуса имеет свою манеру, свою тактику. И они готовят новых и новых исполнителей такого собственного плана. Например, план Иваниды Бугуловой, вот, учителя хомуса. Она сочетание традиционного и современного в хомусом искусстве создала новые вещи,
которых заинтересовал ну, музыковедов российских, зарубежных. Например, его ученик Ян Попов, будучи в Монголии, поездка в Монголии, сыграл перед аудиторией таким образом, что вся аудитория, ну, как бы сказать, сопровождала его исполнительство своими такими движениями, мимиками. И как музыкант, этот молодой школьник Ян Попов, ну, воодушевил своих сверстниц Монголии новому возрождению варганной культуры Монголии, забытой этой забытой культуры Монголии. Это уже сейчас в Монголии нашлись и старые исполнители, которые сохранили старые стили монгольского плана, и новые коммунисты, учащиеся студенты, которые подражают Яну Попову и другим. И в связи с этим произведение, хомусное произведение, она служит как послом. Он в настоящее время средствами массовой связи мгновенно распространяется по всему миру и одновременно могут создаваться в других регионах земного шара новые и новые коллективы, но похожие на якутских коммунистов в первых порах. Но через некоторое время они, опомнясь о своей традиции, возвращаются своим таким стилем, ну, существовавшим в их народах. Ну, например, было время, когда в Индонезии играли на бамбуковом инструменте. Но наряду местами были исполнители на таком железном варгане. И вот, услышав однажды исполнителя из Океании на железном варгане, в Индонезии создали новые коллективы, создавались исполнителей на собственном железном варгане. Кроме того, в 2011 году, в марте, в Индонезии установили книгу рекордов Гиннесса игры на бамбуковом инструменте. И вот 372 человека играли одновременно одну индонезийскую мелодию и стали рекордсменами книги рекордов Гиннесса. Спустя через 3 месяца в Якутии в 2011 году во время 7-го конгресса коммунистов всего мира, собравшись на этом конгрессе, 1433 человека играли одновременно мелодию Осокай, в цирке, в государственном цирке, и тоже установили рекорд книги Гиннесса, только игры на железном инструменте. Таким образом, рождение музыки на этом инструменте вселяет в человеке веру, что музыка этого инструмента никогда не угаснет.
а наоборот, в связи с тем, что инструмент, становясь спутником человека, будет способствовать новым направлениям, новым поискам в русле общей органной культуры. Спасибо большое. В нашем музее ведется сейчас проект «Год здоровья в республике. Целительная сила слова и искусства». Мы знаем, что музыка хамуса может и излечить. И сейчас об этом придает особое значение. Немного, пожалуйста, расскажите об этом. Потом мы надеемся услышать уже более подробно от вас лекцию «Хамусотерапия». Да, термин хомосотерапия возник в 1993 году в городе Вилюйске, когда мы с участием Йота Дагавы организовали конференцию на эту тему. Там работали врачи Матвей Панасьевич Алексеев и Елена Васильевна Алексеева. Они начали провести сеансы хомосотерапии. Я всегда советую, что к этому относиться надо очень с осторожностью, поскольку это направление в некоторой степени забытое. Надо его восстановить очень так бережно, относиться к этому бережно. Но потом, впоследствии еще в таких других мероприятиях, конференциях, тоже разговор был в Горячем Ключе, Краснодарском крае, с участием этих же Алексеевых и там врачей курортных центров, с участием врачей курортных центров. Мы с Николаем Спиридоновичем Шишиганым, директором нашего музея, участвовали и сделали сообщения и высказывали свое мнение по поводу возрождения, распространения, использования этого метода лечения с участием медицинских учреждений. И вот года тому назад мы в Якутске организовали международную конференцию, где участвовали медицинские учреждения нашего города и зумом там участвовали и другие регионы России. И, конечно, в Якутске этим вопросом сейчас вплотную занимается исполнитель на этом инструменте Центра Саина с участием, с привлечением медработников Республиканской больницы 2 и детских клинических организаций. И поэтому сейчас это направление распространяется. Одновременно в Москве проходила конференция тоже на тему музыкальная терапия, на тему музыкальной терапии, где участвовали наши Алексеевы. И там высказаны были рекомендации об научном подходе к этому направлению. Это зарождается, возрождается, а истоки этого древнего врачевания, так скажем, рождались еще тысячи лет тому назад на просторах Монголии.
Северного Китая и Южной Сибири, ну, территории Тувы, Алтая, Хакасии, где шаманы во время камалания использовали инструмент, ну, общее название барган, комус. Но этот инструмент был использован также и амурскими шаманами, бурятскими шаманами. Но о якутских шаманах, использующих этот музыкальный инструмент, говорится мало. Только удаганы временами имели такой инструмент. Однако этнограф, доктор исторических наук Николай Алексеев говорил, что шаманы, удаганки, ну, привлекали этот инструмент в своем камалании разобщенно, так скажем, от бубна. Когда они используют бубен, они все проводят только бубном, это процесс. А когда они привлекают инструмент комус, они, затаившись, играют на этом инструменте тихо-тихо, не слышно, и тайком, но тем не менее воображая какое-то могущественное звучание этого инструмента, который помогает в исцелении, ну, человека от своих недугов. Вот так можно сказать. Спасибо. Спасибо большое. А мы сейчас хотели бы услышать в вашем исполнении музыку хамуса. Мы знаем вас как замечательного музыканта-импровизатора. Пожалуйста, Иван Егорович. Это я сыграю, да? Да. Ну, спасибо за предоставленную возможность использовать инструмент. Мои хомусы, сольные хомусы сейчас находятся в музее. Они являются достоянием музея. Я их подарил музею. Это хомус Семена Никентьевича Гоголева, Егора Петровича Гоголева и Ивана Коновича Ирумус. Кстати, в эти дни вышла книга о дарственных инструментах мастера Ирумус. И этот инструмент, который он мне подарил, тоже находится в музее. Я сейчас держу, как говорится, пробую инструмент, когда-то подаренный мне известным мастером хомуса Рево Гавриловичем Чемчоевым. Этот инструмент у меня пролежал где-то лет 25-6, и сейчас я пробую звучание этого инструмента. Постепенно мы, я думаю, подружимся и будем создавать собственные, такие скромные музыкальные произведения для себя. Я играю сейчас для себя. Услышим, увидим
заключительное видео, называется «Поющие колокола». Это также создание Архан. Спасибо большое. Вот мы видим, что искусство игры на хамусе – это магия, которая притягивает к себе людей, объединяет народы. Это как бы часть человека, природы, это таинственно удивительный мир, где много еще многого непознанного. И мы благодарим, что вы доносите нам эти тайны, вот благодаря таким, как вы, любителям, энтузиастам, мастерам игры на хамусе. Люди могут соприкоснуться с такой удивительной, таинственной музыкой. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья, благополучия и поздравляю с наступающим праздником. Это хамус. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Будьте здоровы, желаем благополучия, радости, дальнейших успехов, дальнейшей успешной работы. Спасибо большое всем.